трейдинговая коммуникация, определенная коммуникация. Но на всякий тренд есть антитренд, потому что в других сегментах, где, соответственно, рекламодатели формируются в основном не FMCG сектора, то есть это прежде всего автомобильщики, лакшери, алкоголь, это прежде всего аэропорты, самый большой, один из самых больших сегментов. Там, наоборот, был фантастический рост в течение 2011 года. Он был связан как общим повышением цен и конкурсами, которые прошли в этих сегментах, точно так же, как и появлением, соответственно, нового терминала Шереметьево, который тоже обеспечил существенный прирост к этому сегменту. Еще один такой субсегмент – это Digital Indoor, то есть это в основном реклама на digital форматах. Индоре она продемонстрировала рост примерно такой же, какой продемонстрировала Весерынов, но тут его развитие диктовалось в основном крупнейшим игроком, это, соответственно, Video International, но вот этот рост был обусловлен консолидированными сделками с ТВ, которые, соответственно, Video International занимается многими сегментами, как правило, если она занимается серьезно, то рост в этих сегментах бывает существенным. В общем, все насчет индор-рекламы. Соответственно, в следующем году там будут несколько трендов, пока еще они не определились по своей направленности. То есть, с одной стороны, это уход Хива с ETL-носителей, который, очевидно, может привести к существенному росту истории, а может не привести. То есть, на самом деле, это пока такой открытый вопрос. Мы уже имели историю с запретом табака, когда, в общем, запрет табака не повлиял в больших ETL-носителях, он не повлиял ни на рост индора, ни, собственно, на рост, допустим, пресса. Поэтому вопрос ухода пива с ТВ, он пока не снаружи, он пока еще открыт, насколько эти почувствуют индор-сегмент, какие-то движения. Вот, собственно, там.